Татьяна Овчинникова, жительница города Мику, не один год обивала пороги чиновников с просьбой утеплить дом. Квартиры промерзают, на стенах грибок. Жители соседней многоэтажки долго ждали обустройства игровой площадки для детей. В мэрию обращались, года 3 боремся. Нам только обещания, обещания, обещания. Да, кто сказал, что деньги соберите, сами за свой счет сделайте. И только обращение изменило ситуацию. Швы утеплили, детский городок обустроили. С такими проблемами жители республики сталкиваются практически каждый день. И именно общественники помогают пробить стену безразличия чиновников. Есть среди обращений и вопросы жизненно важные. Они затрагивают не одну семью или дом. Это и транспортное сообщение, медицинское обслуживание, социальная сфера. У нас дороги очень долгое время не ремонтировались. Совершенно дорога федерального, как бы регионального значения. Но благодаря обращениям граждан проблематика подавалась. И у нас достаточно большой участок был отремонтирован. Какие-то проблемные вопросы очень хорошо решаются. Те, которые идут в доклад главе. Я хочу сказать, что действительно они не просто мы дали информацию какую-то и все на этом. Нет, мы сразу видим, очень быстро все решается, приходит обратная связь. Совсем по-другому было в начале работы. Ветераны рассказали, как несколько партийных работников на общественных началах решили создать приемную главы Коми, чтобы помочь людям. Это был 97-й. Большинство населения в тяжелой жизненной ситуации. Чиновники очень противостояли. То, что мы раскрутили в городе Печора, эту общественную приемную главы, и люди-то поняли, пошли, а власть на нас писала депеши главе республики, что мы захватываем власть. Понимаете? Да, нас вызывали на ковер, нам прямо говорили, что вы вредите нам, вы нам не даете работать. Но мы не понимали этого, мы упорно шли, поскольку мы видели, мы делали такое доброе дело. В 2002-м приемная главы обрела статус государственного предприятия. Это позволило встроиться в управленческую структуру региона и работать профессионально. У нас очень хороший профессиональный уровень, но то, что у всех почти высшее образование, это однозначно. Да? Значит, в нашем сегодня арсенале есть юристы, есть политологи, уже молодые приходят к нам, пиар-специалисты приходят к нам, социологи работают у нас, и люди, у которых гуманитарное образование, но они имеют очень большой опыт работы, потому что стояли у основания, да, у истоков. Эффективно выстраивать коммуникации со всеми жителями, властью, надзорными ведомствами – это сегодня главное требование к сотрудникам приемной, а потому профобучение – регулярный процесс. За 15 лет охват населения вырос в 3 раза – 6 тысяч обращений только в этом году. Меняется социальный запрос, а потому расширили юридическую площадку, ввели бесплатные консультации. Применяются новые технологии, коммуникации, налажена электронная связь с населением. Но главным все же остается человеческое общение. Я получаю абсолютно честную, абсолютно объективную обратную связь, которую вы готовите на местах. Вы очень хорошо владеете ситуацией, социально-политической обстановкой. Многие управленческие решения, которые я принимаю, по итогам которого, я имею в виду именно обзора, даю своим подчиненным, муниципалитеты, они являются действительно выверенно точными, абсолютно просчитанными, имеют действительно серьезный общественный резонанс. И, конечно, для нас это очень важно, особенно в принятии стратегических решений. Не побоюсь этого слова, сегодня некий пульс действительно того, что происходит в нашей республике. Я присоединяюсь к поздравлению Сергея Анатольевича. Администрация будет предпринимать все усилия для того, чтобы ваша работа стала более комфортной и чтобы население было ближе к власти, чтобы всегда все чаяния населения учитывались, и чтобы мы максимально быстро реагировали на все вопросы, которые возникают. Индивидуальное общение, прямая линия, круглый стол, консультации на дому, в социальных сетях и личный прием на нашем телеканале. Общественники используют все возможности для выполнения своей ответственной миссии и не жалеют сил. А потому к ним идут, у них просят поддержки, им верят, а главное, они реально помогают. Ольга Коняева, Павел Фетисов, телеканал Юрган.